Это цех по упаковке чак-чака, одной из крупных торговых сетей республики. Здесь трудятся 7 сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. У них особый график работы – 4 дня в неделю по 4 часа в день. Александру Ефимову 26 лет. Это его первое место работы, и он уже получил первую зарплату. Мне интересно коробки там собирать, потом куда попросят сходить, там помогу, тут схожу, помогу. Мне нравится, да. Очень сильно мне нравится с ним работать. В течение всего рабочего дня с ребятами находятся кураторы. Они помогают освоиться в коллективе, помогают в работе, дают советы. Динара Белалова – студент. Сюда ее пригласили как волонтера. У них же другой взгляд на этот мир, не как у меня. Мне интересно узнать, как они это видят, как они это работают. Мне интересно им помогать, спрашивать у них что-то. Мне интересно, как они рассказывают свои истории жизни. Александр Левичкин – помощник менеджера Ассоциации кадрового менеджмента республики. Его офис в центре «Добрая Казань», и это первая ступень его карьеры. Его основная задача – помочь таким же, как он, собрать нужные документы для трудоустройства и подготовить резюме. В будущем мечтает стать помощником мэра. Я помогаю тоже с трудоустройством. Мы также приглашаем сюда работодателей. Часто у нас бывают проекты по трудоустройству из разных организаций. Мы их знакомим с безработными инвалидами. Они смотрят на них, они о себе расскажут, что они умеют делать, что они не умеют. И потом работодатели думают, кто им подойдет. Сейчас в республике 100 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, которые могут и хотят работать, но трудоустроена лишь 1/3. В условиях кадрового голода для многих открываются новые возможности. Работодатели тоже заинтересованы в сотрудничестве. Дали нам возможность участвовать в этом проекте, выделили безопасные рабочие места для наших ребят. У них совершенно нет никакого темпа в работе, то есть они как могут, так и работают, выполняют простейшие задания. В данном случае это формирование упаковки для нашей продукции чак-чак. Те, кто имеет ограничения по здоровью и не может решиться найти работу, могут обратиться в центр «Добрая Казань». Здесь расскажут о вакансиях и помогут трудоустроиться. Некоторое время назад работодатели не совсем воспринимали позитивно то, что к ним придут необычные люди, но спустя несколько дней эксперимента, когда наши ребята выходят на работу, мы получаем обратную связь исключительно положительную о том, что это замечательные конкурентоспособные сотрудники. Сегодня для людей с ОВЗ в республике есть возможности для самореализации. Много вакансий на удаленке, работа онлайн. По сути, многие диагнозы не ограничения для полноценной жизни. Искандер Гемалдинов, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.